Всем большой привет, друзья! 29 декабря у нас на календаре, 2 дня осталось до Нового года. Ну а этот ролик вы, конечно же, смотрите уже в январе, потому что собралось немножко отснятого материала. Как успеваю, монтирую, и это где-то будет, наверное, числа к 10 января, может быть середина января, неважно. Сегодня у нас 29, и время у нас уже половина четвертого, потому что световой день очень и очень короткий. Домашние дела еще никто не отменял. В общем, готовимся к Новому году. Туды-сюды. Ну, в общем, прошло 2 дня с последней проверки. И как бы хотелось, не хотелось, но если снасти стоят, то надо. Тем более погода позволяет. Где-то около 15 градусов мороза. 12-15, где-то так вот. Небольшой ветерок, но терпимо. В общем, пошли-ка проверим. И на завтра у нас по плану тоже, наверное, будет проверка продольников, но это будет завтра. Если получится, приеду завтра с утра пораньше немножко, если получится. И попробуем все-таки половить на удочки, может быть, вставные. Ладно, это планы максимум. Планы минимум. Сейчас пойдем и проверим, что нам попалось за 2 дня на наши палочки. Погнали! Сделал тропинку на речку. Как вижу, река у нас до сих пор еще открыта, полыня так и не затянулась. Вон, вижу. Так вот оставим пока ураган, чтобы сильно не крутиться. Скорее всего, на льду вода. И потом так вот вдоль бережочка поедем. Вот. Ну а пока мы приехали мы с санями, но сани на всякий случай оставил наверху, чтобы не забуриться. Все-таки пока тропинка не утопталась, такая... Ух ты! Ух ты! Вот это вот не очень хорошо. На льду вода. На льду вода. И если она прилипнет к саням, будет не очень хорошо. На буранке вода. Это не есть хорошо. Так что немножко сейчас вперед проедем сюда. Вперед проедем. Здесь вода как бы поменьше немножко. Оставим ураган там, где более-менее сухо. Иначе он будет весь сырой. Привез остатки мальков. Остатки мальков привез, и надо закинуть их по бутылкам. А потом уже поедем проверять. В первую очередь надо спасать мальков, раскидать их по бутылкам. Вон, опять сколько наледи воды. Так. Вот тут вот более-менее сухо. Более-менее сухо, да. Пусть здесь он стоит. Мочить его не надо, корыто тем более. Так, здесь у нас стоит пробных 7 палок на новом участке. Начнем с них. И наши бутылочки закинем прямо здесь. Все. Погнали. Так, но мне все-таки не терпится проверить. И прежде чем мы будем распихивать живцов по бутылкам, давайте все-таки, наверное, в первую очередь проверим наши палочки, а потом уже все остальное. Мне просто не терпится узнать, что сюда нам влетело за эти 2, ну практически 3 дня получается. Вчера я не проверял. Вижу, натяжка вроде бы там есть. Натяжечка. Не, показалось.
Показалось. Нет, есть небольшая натяжка, совсем небольшая. Что-то там маленькое. Маленький налимчик. Маленький налимчик. Вместо живца пойдет. Вот такая вот трава плывет сплошняком. Ладно. Пока это все хозяйство отпускаем, потом разберемся. Здесь у нас уже живцы есть немножко. Что-то, может, сюда добавим. Что-то в другие 2 или 3 бутылки. Посмотрим по количеству, как будет. Ладно, пойдем проверим следующую палку. Блин. Ну, первый блин кому. Ну, это, конечно, не всегда хорошо, когда на первую палку попадает, как мы уже убедились. Если на первую пусто, то, может быть, в дальнейшем будет густо. Дай бог. Здесь тоже пусто. О, нет, не пусто. Не пусто, друзья, не пусто. Не пусто. Красавчик. Так, здесь у нас пусто. Вон, Хариус. Хариус на камнях все-таки клюнул. Вон, красавчик, вкусняшка. Так что, если завтра приедем, обязательно здесь пробурим возле палки. И будем искать хариуса. Вот на малька сработало. Пожалуйста, вон харюзище. Так, ладно, потом с вами разберемся. Второй, одного малька украли. На один попался. А вот этот крупный даже еще и живой. Ну вот, Янцекадан. Хорошее начало. Он неплохой харюзец, такой съедобный. Янцекадан. Так, тут тонкий лед. Тонкий лед. Тонкий лед. Так. Есть натяжечка, нет? Что-то вроде как бы небольшая натяжечка есть. Что-то идет. Так, надеюсь, видно, да? На последнем крючке что-то есть. Там был ёршик. О, налим. Помните, ерша поймал? Я насадил его здесь, на последний крючок, вроде бы. Вот налим. Хороший налимчик. Вот, Янцекадан. Вот такой вот налимяка. Килограмм есть точно. Может быть, даже чуть больше килограмма. Кило 100. Вот. Ну вот, хорошо, отлично. Отлично, ставый сбор. Так, ладно, побарахтайся пока. Живцов здесь нет. Так, пойдем проверим. Палки уже приготовлены, сильно не замерзли. Так, сантиметров буквально может быть 3, не больше. Все-таки течение здесь походу пусто. Нет, что-то какая-то натяжечка тоже есть, небольшая. Оп. Опа, 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 опа. Ха-ха-ха-ха. Малек даже живой, вон, язь. Но у нас ассорти сегодня уже. Язь есть. Хариус есть. Налим есть. Вот, Янцекадан. Всего понемножку. Значит, место здесь хорошее. Значит, надо оттуда нахрен поднимать с дальнего участка, чтобы туда не ходить. И сюда переносить. Но это огромный труд. Я не знаю, когда этим заниматься. Это очень большой труд. Перетаскивать палки на таком расстоянии. Проще новые палки нарубить. Там поднять. Развязать крючки. И здесь нацепить. Эта палка что-то у нас легла. Что-то у нас лежит полчонка это. Что там есть? Нет. Нету. Здесь у нас никого нет. Палка легла, возможно, живцы были высоко. То ли течением снесло изначально, то ли ветром. Каменистое дно. Так, здесь у нас пусто. Пойдем дальше. Еще 2 палочки у нас есть. Здесь что-то у нас палка тоже лежит.
Вижу дно каменистое, хорошее каменистое дно. Галечник такой. Так, ну, что-то небольшое есть вроде бы. Скорее всего, это маленький налимчик. Или хорезок, может быть. Налимчик маленький, налимчик удаленький. Живцовый размер. Иди, жди. Жди своего дедушку, там, бабушку, которая тебя снямкает. Мелких налимов не снимаю, не забираю до тех пор, пока они не сдохнут. Смысла нет их отпускать, потому что они заглотили глубоко. А так они выполняют роль живца. Крупный налим обожает мелких налимчиков. Они каннибалы еще те. Все трофейные налимы у меня попадали именно на мелкого налимчика. Это лучшая наживка на крупного налима. Просто его нет. Так, а здесь у нас продольничек. Продольничек и натяжечка у нас здесь есть. Что-то здесь у нас есть, что-то дергает. И сейчас мы посмотрим, что это у нас. Потяжки добренькие такие. Последний крючок соединился с первым. Кто-то ходил, кто-то путал тут. Кто-то все тут перепутал. Вон. Вот он, кто путал тут. Вот тут кто путал все. Вот такой вот язище. Вот янцикадан. Ну, под килограмм, наверное, точно стопудово. Ну, 900. 900 макс, минимум 900. Так, ну что, неплохо, неплохо. Два язя, хариус, налим. Вот так вот новый участочек работает. Ладно, сейчас с этим всем буду разбираться, но прежде пойдемте закинем наших живцов по бутылкам. Так, вот привезли мы живцов в двух ведрах. Как мы видим, перевозка для них как бы не в кайф. Часть, конечно, живая, но часть уже вон кверху пузом. В первую очередь вот эту, скорее всего, я так думаю, вот это от шуги вот этой. Она в жабры попадает, наверное, и они задыхаются, скорее всего. Но в любом случае перевозка для них это шок. Не все выживают, но что-то, какой-то процент по-любому выживет. Так что все, весь запас мы перевезли. Весь запас здесь. Если закончится, придется ловить заново. Но я так думаю, нам этого хватит где-то на месяц, наверное, если все живцы выживут. Дай бог. Так, можно сразу сюда немножко на сегодня покидать. Свежую водичку. Пусть оклемаются. Да, дохнут. Так, ладно, пойдем. Чем быстрее мы отпустим их, тем лучше. Так, а у нас же нажались. Ладно. Короче, вот так вот. Вот так вот сделаем. Специальная воронка. Так, ну ладно, надеюсь, выживут. Когда слишком много, ух ты, здесь у нас почти пол пятишки стало, это, пожалуй, много. Ладно, посмотрим. Сегодня вечером, если будут дохнуть, раскидаем вон еще по бутылкам. Вот эта партия вся была в 3 бутылках. Я хочу закинуть их в 2 бутылки. Так, ладно, пойдем отцепим пока налима. В общем, думаю, все ясно, что и как. Живцов привезли,
живцов раскидаем по банкам, рыбу отцепляем, крючки наживляем свежими живцами, отпускаем, идем на другой участок. Здесь все-таки подумал и решил, что 2 будет слишком густо. Раскидаю все-таки это все дело в 3 бутылки, потому что простор им тоже нужен. Вот ершей говорят, больше 30 в одну бутылку нежелательно кидать. Также и мальков. Пусть лучше будет немножко посвободнее. Все, с 3 бутылок взяли, в 3 бутылки распихали. Так оно будет лучше. И оставили себе на проверку еще. В первую очередь будем брать с этой двойки, чтобы в дальнейшем не мешалось. И потом уже, ну как-то вот так. Как-то вот так сохраняем мы живцов. Вот они, 3 бутылки. Сейчас все это переплетется, естественно, в косичку. Но я так думаю, не оборвет. А может быть, даже будет приманивать рыбу. Вот они, наши бутылки. Самая ближняя палка к берегу, он как бы здесь течение чуть-чуть меньше, как бы. Но как мы видели, налим здесь есть. Вот он, наш налим. Вот такая вот колбасятина. Килограммчик не меньше. Кило 100 где-то, наверное. Ладно, все. Наживляем, идем на первый участок. Уже теперь на второй. Такс, ну что, друзья, товарищи. Дотопали мы на этот раз. Частично приехали, частично дотопали до самого последнего глубокого участка, до переставленных 3 палок, на которых здесь 1 крючок вообще, там 2, не знаю. Надежды мало. Почему 1, 2? Потому что с собой не было тот раз крючков, они закончились у меня. На этот раз я крючки запасные взял. Конечно же, добавим. Но так как там вот 1 единственный крючок, все-таки одна надежда на 1 рыбку есть. Сейчас посмотрим, клюнула она или плюнула. Хо-хо, даже клюнула. Вот такой вот живец. Обалдеть. Вот такой вот живец даже клюнул. Ну ладно, живец так живец. Добавляем 2 крючка, средний и малый. Наживляем малявками, голянчиками, и будем ждать трофейного налима. Так, у нас небольшая авария. Сейчас натягивал крючок, со всей дури вонзил в палец, прямо с бородой, на сантиметр где-то. Пассатижей с собой нет, пришлось вырывать. Вот такая дырень пальца получилась. Все бы ничего, болит, конечно, но главное, чтобы не было заражения. Ну, будем надеяться, что его не будет. Пока вот кровь остановилась сейчас. Ну, так как в воде буду копошиться, наверное, все-таки пойдет. Со всей дури. Хорошо, что крючок не крупный был. Самый последний маленький. Или леска намотана вся такая зигзагом. В общем, леску начал натягивать так, ну, чтобы выпрямить. Натягиваешь, она выпрямляется. Крючок соскальзывает, 1 и 2 прямо в палец втыкается. И заходит, но не туда вглубь, а наискосок, вот сюда, вот как-то вот внутрь, сюда, в подушечку он вошел. Ладно, у нас 2 палка, и здесь у нас не 3, а 2 крючка. Так что как бы двойная надежда есть здесь. Может быть, язёк клюнул. Может быть, не клюнул. О, нет, что-то вроде бы есть. Нет, нет, да, есть. А, нет. Тоже маленький налимчик.
тоже живец. Ни о чем. Ладно, добавим еще один крючок сюда. Вернее, крупный снаружи поставим, наверное. Ну, посмотрим сейчас. В общем, один добавим. Ну и третья новая переставленная палка. Здесь тоже было 2 крючка. Натяжки не чувствую. Здесь никого. Так что рано радовались. Новое место, все такое. Он малек один живой, второй почти живой и ни одной поклевки за почти что 3 дня. Хреново. Так, ну а эта палочка у нас с бутылочкой, с тюрьмой, на которую, ну, не всегда, так очень часто попадался один язь. Частенько бывало напоследок. Он радовал нас своей поклевкой. Сейчас посмотрим, что сегодня. Клюнул, не клюнул. Сегодня нет. Сегодня я здесь не проплывал. Живцы целые. Значит, и здесь рыба кончилась. Ну, еще пару таких проверок пустых. 100% будем переставлять отсюда, если ловиться не будет. Так. Опачки. Есть натяжечка, что-то есть. Что-то идет. Язь, наверное. Да, это он. Иди ко мне. Молодец. Красавчик. Дождался. Ну вот еще один язычек. Еще не совсем глухозимий получается, если есть поклевки язя. Язь он тоже не вечный. Он поклюет, потом ты хоть убейся. Если он перестанет ловиться, то значит перестанет. Пока он ловится, значит будем ловить. Так, ну что, язик дал надежду, что они здесь водятся. Посмотрим на соседние палки. Есть он, нет. Ну, вроде бы есть пока. Вроде бы что-то идет. Да, есть. Еще один плюс один. Энскадан. Ну вот это мне уже нравится. Такой расклад. Так, здесь горячие печорские парни. Бардак не наводить. Так. Малька в воду. Ну вот. Дело пошло, Энскадан. Так, друзья, поднялся ветер. Пошел снег. И как бы некомфортно с сырыми руками. Хорошо, что в руках, в кармане есть тряпочка. Вот вытер, одел рукавицу вот эти суконные, что вот в Максиходе делают. И пока готовишь следующую лунку, чистишь, убираешь лед, снег, все это, руки согреваются. Действительно, Яков Николаевич говорил, что они греют. Все, руки вот у меня уже теплые. Кровь перестала идти. Все, можно опять мочить. И до следующей палки вытираем, одеваем. Пока готовим следующую лунку, они опять согреваются. Так что нам морозы нипочем. С ветром, правда, некомфортно. Когда ветер, это хреново. Ну а здесь у нас пусто. Никого здесь не было. И живцы целые. Охренеть. На этой палке точно глухозимье.
Так, а здесь натяжечка есть. Но почему-то об лед все время начало цепляться. Течение уносит в сторону. Что-то не дергается. Скорее всего, трупак. Ну да, он такой налимчик был. И кулума. Окочурился за 3 дня. Но жабры еще красные. Только-только. В принципе, можно его самим есть даже. Он не воняет, ничего. Это жабры, если белые, можно собакам. А так, ну вот видишь, немножко пожелтел. Так что пойдешь туману на ужин. Ух ты, блин. Не туда, не туда. Вот сюда. Туманчик тоже рыбу любит. У меня все рыбу любят. И собаки, и коты. Белого, правда, сейчас нету, но зато у Ромки есть кот. Тоже рыбку обожает. Так что рыбу не выкидываем. Все идет в дело. Ну, где-то там. Язь! От Янцкадан. Оба крючка пустые. Скорее всего, тоже язи пошибали. Хороший, добрый язь. Попал за нижнюю губу. Вот такой вот красавчик. Так что Колян, Николай Шихонин, язики попали, так что без язей ты не останешься. Скажу сразу, что с сегодняшнего улова язи и пару налимов, сказал, больше не надо, а язей давай. Уедут в город Сыктывкар где-то 13 января. Примерно тогда, когда этот ролик выйдет в эфир на Дзене, появится на канале. Тогда эти язи отправятся в город Сыктывкар. Ромка их отвезет моему другу. Николай сказал, что соскучился по язевым котлетам. Говорит, их переработаю на фарш и сделаю котлетки. Так что, Николай, каждый язь, который попал на крючок, через 2 недели отправится к тебе на стол. Текс. Ну а здесь язик. Покажешь свой глазик? Язевый глазик. Так, да, что-то есть. Давай, иди, хороший. Молодец. И что там еще? Опа. Вот это мне повезло. Реакция не сработала. Я думал сначала маленький налимчик. Сразу не кинулся. А это хариус. За язем шел хариус. Сами видели, он здоровенный язь. И сошел в лунки вот такой вот красавчик. Ай, пойдешь ты на новогодний стол. Уже 2 хариуса. Это целая малосолка. Видали, да? Ху-ху. Вот Янцкадан. Вот один, вот второй. Одного роста. Это даже чуть крупнее, наверное. Сошел в лунки и стоит. Шуга там лежит, и он прямо секунду, наверное, стоял, пока до меня дошло, что это хариус и что его надо доставать. Иначе он уплывет. И все, тогда уже кинулся. И все получилось, Янцкадан. Фух. Ох, адреналинчику-то аж согрелся. Красота. Настроение уже на высоте. Теперь ждем трофейного налима. Натяжка вроде бы как есть. Леска натянута, да, что-то есть. Что-то идет. И что-то... О!
О, от Йенцекаден. Ну не трофейный, но полторашечка железная. Кило 700, даже, наверное, где-то примерно. Вот вспомнили налимчика, вспомнили красавца. И он тут как тут. Так, чем бы тебя оглушить? Ладно, не будем тебя глушить. Потихонечку сам замерзнешь. Так, где там? Где там у тебя крючок? Вот он. Нашли. Вот на такой вот малюсенький крючок. Красота. Вот это уже Йенцекаден. Вот это уже красиво. О! Так. Продолжение будет? Нет? Поменял батарейку, потому что что-то с торможением начало выключаться. Думал, уже все, не пишет. Так нет, проверил, вроде бы записала. По крайней мере, налимчика мы увидим. Так, тут что-то закручено все. И язёк, наверное, он до сих пор там. Пока. На третьем крючке. Вот так вот. Вот так вот. Йенцекаден. Рано мы приписали глухозимье-то, оказывается. Все получается. Пока. Уже получилось, уже хорошо. И у нас еще впереди есть первый участок. Посмотрим еще там. Этот сегодня порадовал. Давненько здесь такого не было. Йенцекаден. Так, вроде как натяжечка есть. Пока идет. Походу язёк. Да, это он. Опа. Опачки. Вот такой вот язёчек. Плюс один Йенцекаден. Ну вот. Потихонечку улов растет. Настроение поднимается. И хорошее настроение не покинет больше нас. Дай бог, дай бог. Так. Ну и последняя палочка глубокого участка. Дальнего. Здесь у нас бутылочка с живцами. Но также, кроме этой бутылочки, и леска с крючочками. Так что смотрим. Клюнуло что-то, не клюнуло. Нифига. Вода упала, видать, стало мелко здесь, возле берега. Ну как, метра полтора, наверное. Живет целый, второй целый. Третий целый. Так что если за 3 дня здесь никто не проплывал, то навряд ли уже что-нибудь да проплывет. Ладно, так как здесь живцы, пусть палка пока постоит до морозов. Как ударят сильные морозы, как будут проблемы с долбежкой, так и будем сокращать палки. Или убирать вообще, посмотрим. Все. Топаем на первый участок. Текс. Приступаем к проверке первого участка. Второй глубокий участок нас, в принципе, порадовал, так сказать. Ух ты, а здесь травы-то сколько всегда. Трава травой, но рыба здесь тоже бывает. Есть натяжечка и сегодня. Не знаю, что там, но что-то пока идет. Один крючок пустой, второй крючок пустой.
А в третьем вот такая колбаса язевая. Колбаса язевая, высший сорт. Вот такой вот красавчик. Янцкадан. Так что язи в травке тоже любят гулять. Трава, видать, гниет, плывет откуда-то. Ну, пусть плывет. Здесь уже вижу камушки где-то метра полтора, может даже чуть меньше. Ну вот, сейчас скажу, сколько точно. 20, 40, 60, 80 метров. Метр 20 глубина здесь. А когда ставили палки, на метр было больше. Уже метр вода упала примерно с момента ледостава. Сначала немножко она поднялась, как помните. А сейчас потихоньку все падает, падает и падает. На первый крючок маленький, остренький, ставим как можно меньшего малька, в надежде на хариуса, окуня и всего такого. Средненький крючок, средненький малек. Так. Ага. Ну и крупненький крючок. Самый крупненький малек. Выбираем. Вот почему мне больше нравится ведро, чем кан. Могу выбрать любого малька, которого мне надо. В кане было бы проблематично. Там что попадет тебе под руку. Купил я все-таки кан. Тот оранжевый полипропиленовый такой, который типа не замерзает. Но не пользуюсь. По старинке все пользуюсь ведром. Как-то уже привычнее, удобнее, чем с этим каном. Этот кан пригодится, я так думаю, когда мы будем ловить живцов, ершей там или еще что-то, чтобы дольше не замерзало. Найдем применение. Ну, хорошее начало. И продолжение следует. Все хорошо. Вторая палочка. Выручалочка. Да, что-то вроде бы и есть. Да, что-то и есть пока. Есть. Такое добренькое что-то. И опять на последнем крючке, на третьем. Опа. Она. Ха-ха, Янцкадан, налим. Тоже полторашечка где-то, наверное. Ай, красава. Ай, красавец. Ай, радует сегодня, радует. Вот тебе и глухозимье. Да нифига не глухозимье. Все нормально. Обычное зимье. Вот такая вот колбасятина. Третий такой уже, да, у нас? Хорошенький. Да? Он заглотил до кишок. Как бы еще, скорее всего, попал он сегодня, наверное, только. Потому что если бы он попал 2 дня назад с таким диагнозом, он бы навряд ли долго бы прожил. Когда заглатывает так вот до желудка, они обычно ложатся спать. А этот еще бодренький. Значит, попал недавно. Так. Вот. Ах, Янцкадан. Вот эта картина мне уже нравится. Ух ты. Накрутил-то. И кто-то есть там еще. Есть. Ух ты, кабан. Янцкадан. Ой. Малька угандошили. Вот это кабанчик. Наш был, наш. Заглотил конкретно. Он. Ну, под килограмм тоже. Грамм 975. Красавчик Янцкадан. Ух ты, какой жадный ты был. Вот это он заглотил. Редко так обычные язи глотают крючок, чтобы до желудка. Обычно за губу цепляются и срываются очень часто. А этот капитально заглотил. До самого желудка, как хариус. Капитально.
Вот как-то вот так. Операция прошла успешно. Крючок извлекли. Не понял. И остался везде, что ли? Ха! Прикинь. Заглотить-то он заглотил. Но счастье у него было так близко. Ушко крючка вон проржавело, да? Видите, да? И пока я извлекал крючок из глотки, ушко просто, проржавевшее ушко сломалось. То есть, если бы он сильнее дернулся, он мог бы уйти вместе с крючком. Как-то вот так. Ну, это 100% был мой. Все, меняем крючок. Так, щучья палка у нас. Приготовим крючок на всякий случай. Вдруг в одну воронку снаряд дважды попадет. Опа, что-то есть. Но не щука. Походу язь и неплохой. До этого. Опа. Янцикадан. Не щука, так язёк. Да чего же они так глотают так хорошо сегодня. Второй до желудка загладывает. Это редкость для язя вообще-то. Но это и радует. Это радует. Значит, аппетит есть, значит, все хорошо. +1 Янцикадан. Ух, намотал ты, ёшкин кот. Ящ, что ли, там? Ящ, что ли, там? Да, да какой красавец. А так спокойно шел, главное. Затихарился. Ой, Янцикадан. И еще +1. Это маленький налимчик, живец. О, язила. Накрутила. Сколько оборотов за 3 дня-то он сделал. Голова не закружилась. А налива нет. Крупного я имею в виду, если живца не взял. Это вот маленький налимчик, это живец. Вот он, пусть поплавает. Может быть, все-таки крупный проплывет. Если что, мы обязательно это увидим. Так, здесь вроде бы кто-то есть. Кто-то тянет. Тянет, потянет. Язёк, язёк, язёк. Налимчик второй. Живец. Ага. Так. Один язентий. Один нальментий. Отлично, Янцикадан. Так, леска натянута. Уже хорошо. Что-то вроде идет. Хорошенький что-то идет. 2 язя походу. Один дошел. Угадал. 2 язя и оба 2 на месте. Живец, иди туда. О, к налимчику пришли посмотреть, кто там болтается. И влетели оба 2. Тарам-татам, тарам-татам. Янцикадан, Янцикадан, Янцикадан. Ну, сегодня ези просто радует. Давненько такого не было. Давненько. Вот с одной стороны, 2 дня выходных тоже хорошо. Я понимаю, что-то, конечно, и посрывалось. Но с другой стороны, вон улов. Бывало давно такого, в общем, не бывало. И за 2 раза столько не бывало уже последнее время. Начало-то было, конечно, хорошее, но сейчас сегодня вообще я доволен. Я доволен. Еще трофейного налима бы хапнуть. Килограмм так. У меня рекорд 7300. Вот попался бы
7400 хотя бы. Ну куда ты запутался, твою дивизию? Вот надо было вот тебе влететь именно туда. Двойник там, блин, не люблю эти двойники. Ну, ничего страшного, пусть будет. Так, все по порядку, порядке очереди. Первый пошел, второй пошел. Ну и ты, живец, давай иди. Зови деда. Все. Ловись, рыбка, мала и велика. Отличная работа, Янцкадан. Че, палочка, полчонка? Слабо повторить подвиг соседа. Подвиг соседки, вернее, соседней палки. Да нет, не слабо, что-то есть там. Что-то там есть. Все закручено, но не двое уже точно. Но один пока идет. Опа! Опачки, какой ты буйный. Наш красавец. Блин, красавцы сегодня вообще крупные язи, Янцкадан. Янцкадан. Молодцы. Не забрызгал хоть камеру-то? Нормально? Пойдет? Ну, пойдет так пойдет. Так. А дальше? И здесь натяжечка есть. Опа, опа, опа. Опа, красавец. Вот и Янцкадан. Еще одна полторашечка. Это мальчик уже. Те девочки были икристые. Этот продолговатый. Вот такой вот налемяка. Вот такой вот налемяка, Янцкадан. О, ха-ха-ха. Янцкадан. Так, как вы насчет открыть ротик? Нормально? Я не сильно. Мы не сделаем тебе больно. Вот так вот. Тоже заглотил до кишков. Вот этому я очень рад. Так что красота к Новому году. Если честно, друзья, я не ожидал. Не ожидал такого улова. Все просто замечательно, Янцкадан. Так. Опа, опа. Это что там? Это что-то типа дернуло или что было? Или показалось? Да нет, натяжка есть. Такой вот киндер. Есть натяжка, хорошая. Так, походу язь на третьем крючке. Да, это он. Это он. Это он. Опа. Нет, я думал слабо-слабо. Нормально, за небо попал. Еще плюс один. Янцкадан. Еще раз объясняю тем, кто недавно на канале, что такое Янцкадан. Это чтобы не сглазить. Присказка такая. Йен по коме это Бог. Сыкад с ним. Дословный перевод, а так просто говорят, чтобы не сглазилось. Чтобы в следующий раз был такой же улов. Или даже лучше. Янцкадан. А тут нет ничего. И живцы целые. Вот тебе и раз. Рядом две палки. На одном улов есть, на одной палке. На втором все живцы целые в течение 3 дней. Бывает и так. Интересно девки пляшут. Получается, он не косяком идет, а в одиночном плавании. Там один, здесь один. Так что ли получается?
Или определенный как-то полосой идет. Вот здесь вот ясь был, а здесь его нет. И наконец-то дошли до последней палки на сегодня. Последняя палка на этом участке. Ну и на обратном пути просто проверим, попало нет что-нибудь за время проверки. То есть дергает, не дергает. Так, что у нас здесь? У нас здесь один живец, пустой крючок и пустой крючок. Живца оставляем на крупного налима, а этих наживляем. Получается что? Получается, и язи были, и язи ушли. Мелкий налим, повторюсь, это лучшая наживка на крупного. Просто крупный пока не идет. Был бы крупный, он бы не отказался от такого лакомства. Также ловил я на таких мелких налимчиков и крупных щук. Так что, кстати, у него есть шанс. Он может, в принципе, или сам сорваться, разболтаться, сорваться. Или, если он выживет, при подъеме палок, я его, естественно, отпущу, если он будет живой. Как-то вот так. Ну, сейчас будем подводить итоги, отвечу на звонок и подведем итоги. Так, пока болтали по телефону, дошли до нашего ураганчика, завели, чтобы прогрелся. Ну и, в принципе, можно подводить итоги, но давайте подведем, потому что я хотел, думаю, дойдем до того участка, где у нас 7 палок пробных было поставлено. Может быть, что-то дергает, поднимать не буду, а проверю, дергает, не дергает, потому что там снега нет, лунки не засыпано, там еще проверю. Но пока греется, давайте уже здесь проверим, потому что такой улов, подводить итоги приятно, честное слово. Так, ну что, приступаем. Опачки, 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 опачки. Так, что у нас сегодня? Это у нас вот таких 2 прекрасных хариуса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 язей. 17 язей, 2 хариуса. И вот таких вот 4 прекрасных сегодня налима. Так, как бы вас вот так вот, давайте. 1, 2, 3 и 4. Как на подбор. Красавцы. Килограмма 1,5, не меньше каждый, может быть даже и больше. Вот такой вот на сегодня у нас улов. И это еще как бы не все. Может быть, еще что-то попало там за время нашей проверки здесь. Так что, возможно, еще не прощаемся. Но если там ничего нет, тогда все. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Постараемся приехать сюда завтра. Такая рыбалка мне нравится. Увидимся. Так, друзья, ПС, по скриптум. Если вы видите эти кадры сейчас, значит, в нашем улове что-то добавилось. Так вот, просто не поднимая палок, проверяем натяжки
Нет. Кидаем обратно. Засыпать нечем. Снега здесь нету пока. Проверим завтра. Идем дальше. Даже лопату воткнуть некуда. Так. И здесь тоже нету. Дается шанс до завтрашнего утра. На самый первый раз, когда я кинул пробную палку, одну, также проверил, на обратном пути уже улов был. Ясь, походу, и налимчик. Вроде бы, не помню уже точно. Но если вы смотрели тот фильм, вы в курсе. Вот сегодня эта палочка нас, конечно же, порадовала. Сейчас тут целых 3 турмы. Натяжка есть. Опа. 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 Опа-на! Вы эти кадры видите? Потому что у нас в нашем полку прибыло. Вот так вот. Пока мы там проверяли, здесь уже влетело. И влетело так жадно. На 2 крючка вроде бы нет. Нет. На 1-то точно. Так. Нет, на 1. На самый первый крюк. 5-й налим. 5-й налим. Это, считай, мы только сегодня отсюда налима сняли. И влетел еще один. Чуть-чуть поменьше. Он на двойник. Заглотил двойник. Вот чем хреново двойник, это то, что тяжело снимать его. Так, ладно. Пока оставляем. Бегом-бегом проверяем одним кадром все. Потом с этими разберемся. Блин, живцы тут еще. Ладно, надеюсь, за пару минут не подохнут. Вот так вот, друзья. Прошло пару часов, а в нашем улове прибыло. Здесь никого. А значит, удачная палка. 2-го налима уже ловит. Так. Здесь никого. Здесь немножко я изменил. Не линии выставил, а просто в шахматном порядке. Так, здесь тоже никого. Ну и ладно. Главное нам один налимчик уже влетел, уже хорошо. Килограммчик не меньше. Может быть, 200 килограмм. Может, до 1,5 немножко не дотянет, но достойный налим. Так, сегодня здесь был хариус. А сейчас что? А сейчас пока ничего. Увидимся завтра. Так. Ну и последняя палка с турмой, куда мы высыпем наших малявок. Но где также есть и крючки, благодаря которым я нашел это рыбное место. Нету. Ну и ладно. Все. Теперь точно все. В нашем улове прибавилось +1 налим. И теперь уже точно. До свидания и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.